меня зовут Влад, и я финишировал 8-м на Силк-роуде, к большому удивлению для самого себя. Мои впечатления, потому что ты же мне говорил, что если будет какой-то этап по югу, тогда ты будешь участвовать. А те предыдущие годы ты не участвовал, потому что тебе маршрут не очень нравился. Я не зря решил участвовать именно в этом году. Более того, мне очень жаль, что финальный маршрут изменили. То есть, что он оказался в конечном итоге не таким, каким планировался. Потому что многие участки, на которые я очень рассчитывал, их убрали из-за их сложности. Могло быть еще лучше, но даже так гонка чисто туристически, она была потрясающей. Самое лучшее в нем, что было, это, естественно, Алайская долина. Я в ней до этого вообще никогда не был. И, давно прицеливался на Памирский тракт сам съездить, но все не находилось возможности, и вряд ли она скоро появится, учитывая наши отношения с Таджикистаном. Вот на Алай посмотрел с огромным удовольствием, и на самом деле вот вся вот эта нитка, вплоть до Казармана, она была для меня в новинку, и она мне очень понравилась. От участников гонки других я слышал, что как-то не очень зашло, слишком жарко, на Джептыке слишком высоко, в Арсланбобе там кто-то его с Афганистаном сравнивает, потому что там, и культурно место очень отличается. В общем, впечатления такие смешанные. Мне же вот эти места понравились очень сильно. Или потому что мне уже Северный Кыргызстан приелся, или еще что-то, но вот нитку от Алая до Казармана я готов порекомендовать проехать вообще всем, неважно, будете вы участвовать в гонке, либо просто хотите когда-нибудь. Можете проехать даже на машине, это все равно потрясающий опыт. Такие участки, о которых ты упомянул, не были включены? Не был включен перевал из Арсланбоба к Токтагульскому водохранилищу. Я там уже проезжал, это был такой из моих козырей, да, для того, чтобы как можно более успешно пройти гонку, потому что там достаточно сложный перевал, Шелдырак называется. Я его проезжал в 2018 году, и там и место само очень красивое, но вот его убрали. Но самым интересным участком был бы перевал из Токтагульской долины к Казарману. Там фактически такая заброшенная дорога, потерянная, местами она заросла, наполовину пешеходная. При этом она совершенно безлюдная, пришлось бы гораздо более внимательно относиться к запасам, которые ты берешь. Вот маршрут, который мы проехали, там можно было на самом деле не париться о том, что ты будешь есть, когда, потому что всегда были какие-то села, магазины. Вот если бы мы поехали там, то пришлось бы действительно об этом задуматься. И для многих бы это стало довольно сложным испытанием, даже вот с точки зрения логистики, не говоря уже о том, что там довольно сложный рельеф, и все эти перевалы было бы тяжело пройти. Если бы вот эти участки остались в гонке, я думаю, финишировало бы 15% гонщиков, не больше. Но это был бы действительно самый... И так Силк-роуд называют чуть ли не сложнейшей байкпекинг гонкой в мире, именно по соотношению набора высоты, погодных условий и так далее. Вот в таком формате это было бы запредельно сложный маршрут. То есть, мне кажется, я бы его все равно прошел, но вот за остальных я очень не уверен. В итоге ты занял 8-е место. Да, 8-е. Твои ощущения, что чувствуешь? Я очень удивлен, как бы. Я вот недавно специально проверил мои переписки. Вот Тимир, еще один участник гонки из Кыргызстана, вот мы с ним списались где-то еще в январе вот этого года, поделились планами друг с другом. Я у него спросил, какая у него цель в гонке, он сказал просто финишировать. Когда он меня спросил, какая у меня цель в гонке, я написал, моя цель заехать в топ-50, потому что, я на большее действительно вообще не претендовал, потому что, хотя у меня большой туристический опыт, я достаточно много катаюсь на велосипеде по сравнению с обычным человеком, но я совершенно не спортивный. Я никогда целенаправленно не тренировался, у меня нет никаких там и не было никаких тренировочных планов, заездов.
То есть мое катание на велосипеде это катание по настроению. Вот я хочу увидеть новое место, я хочу попутешествовать, грубо говоря. Я сажусь на велосипед и еду. Я могу быть совершенно растренированный, тогда поездка будет очень тяжелой, я буду ехать очень медленно. Когда я прикатаюсь, немного получше, но сама суть в том, что я вообще не катаюсь как спортсмен. Я катаюсь исключительно как турист и ради туризма. И потому занять 8-е место в гонке, куда съехалось 250 человек со всего мира, с очень дорогим оборудованием, с дорогущими велосипедами, и вот на их фоне показать такой результат, ну, я такого не ожидал совершенно. Вот. Это, наверное, самое главное впечатление от занятого мной места. Причем, даже когда я ехал гонку, когда проезжал маршрут, я только после дня, наверное, 5-го понял, что я еду высоко, что я не где-то в середине, что я уже ближе к лидерам. То есть это тоже вот первые 5 дней натурально я спал сколько хотел, там ждал людей, с которыми пересекаюсь на дороге, если у них там случилась какая-то поломка, я их останавливался, ждал, ну как бы в таком в классическом туристическом режиме. И очень удивлялся людям, которые вот первая ночь после джиптыка в селе в Сарыташе, да? Не, я ночевал в Сарыташе, по-моему. Вот. Мы ночевали все в хостеле, да, в гостевом доме, и меня очень удивило, что ребята вот спустились в джиптык, они собираются вставать в 2 часа, чтобы в 3 стартовать. Я думаю, вы что, лягте, выспитесь. Самое смешное, что я их всех обогнал по итогу. Но как бы у людей был совершенно другой настрой, отличный от меня, поэтому опять-таки вот это 8-е место, это действительно удивительно. У меня все-таки большой туристический опыт. Я достаточно хорошо знаю Кыргызстан, я знаю, чего ждать, я знаю, чего можно не ждать. Соответственно, я был полностью акклиматизирован, я в хорошей физической форме подошел к гонке. Все-таки я уделил какое-то время тренировкам. Но это были тренировки не для того, чтобы занять 10-е место, а чтобы просто финишировать. То есть это такие вечерние выезды пару раз в неделю, да, что-то подобное. Еще один фактор, на самом деле мне повезло ехать с несколькими людьми. Во-первых, в гонке участвовал мой старый товарищ Дима Макаров из Казахстана. Я с ним впервые познакомился еще в 2016 году. Было приятно его увидеть. И вот пересекая с ним по дороге, это просто очень помогало психологически, да. Ехать с ним рядом, как-то общаться. То есть такое чисто. То есть когда ты едешь и в приятной компании ты просто не замечаешь сложности, нагрузки и так далее. Вот пару раз мы с ним пересеклись. Еще большое спасибо Олегу Сапко, нашему кыргызскому гонщику, да, с которым я познакомился, кстати, только на гонке. До этого я его не знал. С ним мы тоже пару дней пересекались, ехали вместе, и тоже мне это существенно помогло. Где-то он помог советами, где-то просто, когда вот мы спускались с Тосора, с обратной стороны, и там был очень сильный ветер, прям сильнейший. И вот реально, ты ехал вниз, ехать вниз было тяжелее, чем ехать вверх, чем подниматься на этот Тосор. И я что-то остановился, думаю, а как поступает турист в таких ситуациях? Турист ставит палатку и ждет, пока ветер закончится. Туристу спешить некуда. И вот я уже был на грани того, чтобы просто остановиться, поставить палатку, лечь спать, лишь бы не ехать против этого ветра. И тут меня догоняет Олег, я ему излагаю свой план, говорит, не, фигня какая-то, давай вставай, поехали. И я реально встал, поехал, и как бы, вот такие вещи, наверное, я проникся чуть-чуть гоночным духом, посмотрел на то, как ездят люди на результат, заразился немного вот этим гоночным азартом, и все-таки в конце я уже сознательно, ехал в лидеры, да, я, хотел финишировать быстрее. Вот, наверное, поэтому. Только вот туристический опыт и вот такие случайные встречи на самой гонке. Немножко расскажи про свой туристический опыт. У меня туристический опыт достаточно длинный. Вообще, я сел на велосипед уже в сознательном возрасте. И вот я учился кататься на велосипеде, помню, лет в 14, по-моему. Я вот был маленький, уже не совсем маленький, подросток. И мне хотелось путешествовать. Я думал, а как мне путешествовать?
Потому что я в свое время там и сходил пешком весь Бишкек вдоль и поперек, прогуливал школу, ходил зачем-то в Артасай, хотел дойти до снежных гор. То есть всегда хотелось путешествовать. И вот лет 14 я задумался. При этом я вся знал, что я не смогу путешествовать на машине, потому что я страшно не люблю машины, не люблю автомобилистов в целом, автомобили, путешествовать на них. И как бы выбор пал на велосипед. Велосипед это бесплатно или очень дешево. Вот, достаточно быстро, в общем. И я взял старенькую Каму у друга, научился во дворе за пару дней кататься на велосипеде, потом выпросил у родителей более-менее приличный велосипед и тут же начал совершать какие-то выезды там в аэропорт, да, в ближайшие ущелья, далее. И, ну, уже через несколько лет, как бы, я окончательно понял, что это мне нравится, и начал ездить уже дальше. То есть, как все начинают, проехал вокруг Иссык-Куля, перевалил вот Кыргызский хребет. Вот мой первый велопоход, на самом деле, был очень похож на маршруты Силк-роуда в прошлые годы. Именно поэтому я не хотел в нем участвовать, потому что, ну, все горные дороги северного Кыргызстана я проехал достаточно давно. Вот. Чтобы проехать это все, мне приходилось присоединяться к туристическим группам российским, потому что здесь не было попутчиков, чтобы проехать подобные маршруты. Все-таки в Кыргызстане велосипедом увлекаются не сильно. Вот там, кстати, в таком велопоходе я и познакомился с Димой Макаровым из Казахстана, который теперь уже приезжает на гонку сюда. Как бы, в общем, туристический опыт такой. Я проехал почти весь Кыргызстан, да, не был, пожалуй, что только в Баткенской области, ездил по Казахстану, в прошлом году вот вырвался покататься по Узбекистану. В общем, мне нравится путешествие на велосипеде во всех формах, да, по дорогам, по горам, неважно, как бы. Главное, что ты в движении, главное, что ты смотришь на что-то новое, как бы, мне этого достаточно. Ну, а так как у меня достаточно свободного времени, чтобы кататься много, ну, Соответственно, и физическая форма мне позволяет участвовать в гонках вроде Силк-роуда и даже, как оказалось, занимать там приличные места. Ты сказал, 2 раза в неделю ты выезжал в качестве тренировки. Расскажи, пожалуйста. Ну, как я тренировался? Ну, понятно, что у меня по жизни есть принцип, ну, как бы, если я в чем-то участвую, если я что-то делаю, надо делать это хорошо. Поэтому, когда я регистрировался на гонку, я, ну, отдавал себе отчет в том, что я должен, ну, проехать нормально. Как бы не лидером, я знал, что приехать там одним из первых это очень сложно. Даже предыдущие гонки, да, предыдущие более простые маршруты, я смотрел то, за какое время проезжают люди, я видел эти места, я понимаю, какая это сложность, как бы, ну, я знал, на что я иду, да, и поэтому, ну, хотелось подойти к гонке точно готовым, плюс я всем, кто меня спрашивал, Влад, а почему ты не участвуешь в гонке, я всем гордо отвечал, ну, ребята, я же это все видел, и я туда не поеду. А так я проеду вообще без проблем. Но как я-то это говорил, я полагал, что да, наверное, проеду без проблем. Но все-таки ударить в грязь лицом уже было никак нельзя. То есть меня бы просто не поняли. Поэтому я все-таки стал тренироваться. Записался в первую очередь в тренажерный зал, чтобы верхнюю часть тела подтянуть. До этого я никогда в жизни туда не ходил. И ближе к весне уже начал понемногу выкатываться. Зимой тоже бегал немного, потом слег с коронавирусом. Сразу скажу, я тренировался не столько, сколько хотел. Я тренировался в итоге меньше. То есть меня несколько раз из тренировок выбивали болезни, травмы. А вот с весны я начал понемногу выкатываться. Накатывал километраж вот до аэропорта и обратно. То есть не до аэропорта и обратно, а вот до аэропорта, потом на восток, до Алматинки, вот где поворот в Кардай, и обратно. То есть выходил круг где-то километров на 90, на 100. Там я накатывал плоскую, по плоскочу накатывал километраж. Затем, как подсохли горы, начал уже тренироваться в горах. Как бы мой основной тренировочный маршрут это Чунгурчак. Как бы в Чунгурчак я ездил вот буквально по пару раз в неделю. Сначала 1 раз, потом 2. Как бы, и вот этот круг от дома до
через Аларчу в Чунгурчак и обратно по Алматинке, я его проезжаю где-то часов за 5. Через Орусай. Да, через Орусай поднимаюсь, спускаюсь, соответственно, через Чунгурчак, через Татыр. Вот такой кружок у меня занимает часов 5. Готовиться именно к походным условиям мне не было нужды, потому что я прекрасно знал, что вся походная велосипедная жизнь представляет. Единственное, мы выкатились с Тимиром. Перед гонкой круг через Тюашу, западный Каракол, Кигиты. Мы проехали этот круг. Больше я это сделал так, за компанию. Большого тренировочного эффекта этот заезд не оказал. Тренировки достаточно простые. Просто, если у тебя есть свободное время, берешь и выкатываешься. 2-3 часа, неважно. Каких-то особенных тренировок, вроде интервальный тренинг, который используют спортсмены, когда ты на короткий промежуток времени, около минуты, ускоряешься на максимальный пульс, потом отдыхаешь, потом делаешь это снова, и так повторяешь этот цикл раз 5-10. Никаких особенных тренировок я не делал. То есть исключительно накат километража и тренировка подъемов, потому что самое главное в гонке типа Силк-рода, да, и вообще в катании по Кыргызстану, это умение крутить в подъем и спускаться с него же. Если никакой другой рельеф тебе там не нужен, по большому счету. Да, с какой стороны запомнился? Самым неприятным участком стал перевал Кулдому из Джалабадской области на Тогуз-Туро, из Сузакского района в это. Этот первый длинный перевал с длинными серпантинами такими, который уже в Нарын, этот Карагова называется. Кулдумо это что-то с чем-то, я потому что привык, если, перевал это серпантины, то есть ты проезжаешь несколько серпантинов и все, переваешь на ту сторону. Но здесь серпантины настолько медленные, настолько плоские, они меня настолько вымотали, плюс там у меня начало болеть колено, я, хотел бы побыстрее проехать и, в общем, переусердствовал, у меня начало болеть колено, я даже в первые дни задумался о сходе, потому что болело сильно. Но потом все-таки я научился с этим справляться, поехал дальше. Это такой самый неприятный был участок. И из наиболее удививших, я очень неожиданное место назову, это этот Маркай, этот поселок с шахтами. Я вообще не ожидал его там увидеть. Эти шахты, сам этот рельеф, там уже начинаются ореховые деревья красивые, эти холмы, плюс село, я так понимаю, узбекское, то есть оно так очень по-особенному выглядит, на склоне расположено. Никому этот участок не понравился, но мне он понравился очень сильно. Я его проезжал рано с утра, там не было жарко, плюс эти виды на шахты, то есть я такого вообще раньше не видел. Хотя по Кыргызстану много катаюсь, но это место мне прямо запомнилось. А так наверное, везде красиво, по большому счету. Прям каких-то сильных впечатлений не было. Которые остались, я назвал. Колено, у меня заболело. Я перед гонкой много растягивался, потому что растяжка помогает тому, чтобы суставы не болели. Но на задней поверхности сухожилия оно все-таки начало болеть, начало стягивать сильно. У меня в итоге после гонки колени, они чуть внутрь начали смотреть. То есть, если раньше нога была ровная, то из-за этого перетянутых сухожилий они немного так иксом стали. Нужно тоже эти моменты растягивать. Я просто его крепко завязывал веревкой. То есть, я его прям перетягивал сильно. Колено? Да, причем не все колено, а участок чуть выше колена. Я его узкой веревкой заматывал, сильным узлом, и так и ехал. Боль купировалась понемногу. Не знаю, что конкретно помогало, но замотать колено целиком не помогало вообще никак. Я купил в аптеке бинт резиновый, обматывался полностью, было только хуже. Если заматывал веревкой очень крепко, то ехать было вполне возможно. Спал я тоже. Еще одна вещь, которую мне гонка подарила, я как турист матерый, я привык к комфорту. То есть я
знаю, какие условия в горах, как сделать так, чтобы тебе там жилось комфортно, как спрятаться от дождя, там, как сделать так, чтобы тебе было тепло, комфортно, как там сготовить себе ужин вечером. Вот. Я понимаю, что на гонке не нужно этим увлекаться, на гонке нужно экономить время, тратить его максимально рационально. Поэтому я сразу отказался от идеи вести с собой палатку полностью, да. Я взял с собой только тент от нее. У меня не было мешка биви. Я взял с собой тент от палатки, который можно было растянуть на кольях. И, собственно, спальный мешок и коврик надувной. В итоге я так ни разу не воспользовался тентом, потому что погода была хорошая. Я спал, я просто бросал на землю коврик надувной и ложился вот под открытым небом в спальный мешок. Все мои ночевки прошли именно так. С учетом того, что погода была крайне благоприятная в плане осадков, было комфортно, было хорошо. Единственное, в последние дни я довольно сильно подмерзал, но, по-моему, с этим все в гонке столкнулись. И неважно, какое у них было снаряжение. Вот. Что я ел? Так я не ем мясо практически. У меня не вариант было останавливаться в каких-то кафешках, есть в гостевых домах, потому что там почти вся блюда мясные, поэтому я просто питался в магазинах. Что увидишь, то и берешь. Там всякие вафли, творог, если есть, кефир, конфеты, шоколад, там, хлеб, сыр. Вот мой рацион в основном. Почти ничего другого я не ел. Много пил энергетиков, не потому что они как-то особенно помогают, но потому что они есть в каждом магазине, и как бы тоже нормально. Мороженое. В общем, как маленький ребенок, который у мамы берет деньги, идет в магазин за сладостями. Вот я примерно питался точно так. Следующий гонок планируешь сейчас? Я определенно планирую поучаствовать, но как бы тут у меня проблема. Как бы я гонку проехал, я занял на ней достойное место, как бы заехал в топ-10, как бы, и в итоге участвовать в гонке просто так, ради удовольствия, ну, ты можешь прокатиться и сам, в любое удобное тебе время, в любое нравящееся тебе место. Как бы, если уж ехать на гонку, то только за результатом, но с учетом того, что у меня уже есть хороший результат, то, видимо, мне придется тренироваться на то, чтобы приехать в тройку или вовсе выиграть эту гонку. Но я понимаю, какой за этим стоит объем работы, насколько много времени нужно будет посвятить тренировкам, что я обязательно поучаствую, но не знаю когда. В следующий это будет год, либо год пропущу и заявлюсь в 2024, но рано или поздно, думаю, приму участие. Сам формат подобных гонок мне понравился очень сильно. Как бы мне и поэтому было важно съездить на гонку, чтобы понять вообще, что это такое и придется ли оно мне по душе. Ну, очевидно, что пришлось. Поэтому также думаю о том, чтобы поучаствовать в гонке не именно в Silk Road, а съездить куда-нибудь за границу. Либо поучаствовать в этом Атласе, который в Марокко проходит, либо вот новая гонка в Греции. Как бы пока с планами не определился, но сам гоночный формат мне понравился. Если человек приходит за полчаса до закрытия финиша, это нормальный заезд или ненормальный? Ну, абсолютно нормально. Это экстремально сложная гонка. То есть, на самом деле, я даже в себе не был уверен на все 100%. Плюс есть такие вещи, как травмы, поломки, да что угодно может произойти. Там несколько людей снимались из-за того, что на них выбежала собака, и они просто падали с велосипедов и не могли больше продолжать. То есть финишировать в этой гонке — это огромное достижение, даже для такого хорошего велосипедиста. Просто многие в гонке, я знаю, что есть люди, которые просто мотивируются, вдохновляются гонкой, видя ее там в Инстаграме где-то, и без опыта пытаются в ней участвовать и даже финишируют. Ну, как бы, это вообще герои. Но для человека тренированного, физически развитого, это все равно очень большое испытание, поэтому все, кто в ней финиширует, это люди, это очень серьезный результат. За тобой стоит твой новый велосипед.
расскажи про него. Да, Немножко. не, это велосипед чисто для тренировок. Вот если вы думаете, что можно Silk Road проехать на таком, не надо. Не стоит. Это велосипед не для Silk Road. Я на нем буду кататься по дорогам. Для Silk Road и подобных гонок я купил большой велосипед на толстенных колесах, с мягкой вилкой, с огромным диапазоном передач. Вот вам нужен такой же. На этом можно кататься в аэропорт, там, еще куда-нибудь. И что я и буду делать. Ну что это за велик? Да, обычный гревел, польский. Чисто тренировочный велосипед. Ну и городской. По городу я тоже передвигаюсь на велосипеде, как бы, и, ну, на нем... Новый МТБ, который я купил, на нем по городу ездить уже нереально. Он широкий, он большой, там огромные колеса. Неудобно. А вот одним из самых таких вот частых вопросов перед гонкой было ко мне, это то, почему я еду на таком велосипеде. Мой старый велосипед, это велосипед максимально старомодный, то есть это велосипед на 26 колесах, у него также была ригидная вилка, трансмиссия с тройником спереди, да, с передним переключателем, плюс, ну, сумки, да, сумки я использовал самые обычные китайские, да, с Алиэкспресса. И очень многие люди, вот у меня в силу и на самой гонке, перед гонкой, как бы в Бишкеке еще, когда я к ней готовлюсь, спрашивали, типа, а что, на этом что ли можно доехать? Да, можно без особых проблем. Это вот, мне хочется сказать тем, кто слишком зациклен на технике, на том, что там нужен какой-то дорогой велосипед, чтобы проехать эту гонку, нужно какое-то дорогущее снаряжение. Это совершенно не так, как бы. Дорогой велосипед подарит вам определенную долю комфорта, уверенности, скорости, но это совершенно не играет никакой решающей роли. Решающую роль играют всегда ваши физические навыки, и даже более важны, наверное, не физические навыки, а ваш психологический настрой, ваша готовность преодолевать какие-то трудности, жертвовать каким-то комфортом ради результата, ради того, чтобы доехать вовремя, доехать до одной точки, до еще одной точки, да, и так далее, далее. Поэтому, если вдруг вы хотите участвовать в гонке, подобной этой, то не заморачивайтесь абсолютно на снаряжении, как бы, оно вас не спасет. Из 250 человек, сколько там, меньше половины, да, финишировало. Как бы в прошлые года соотношение было такое же. И поверьте, у людей там достаточно денег на хорошие велосипеды, хорошее снаряжение. Оно им не поможет. То есть можете ехать на 26 колесах, на стареньком велосипеде, просто будьте уверены в том, что он не развалится на первой же горке. Да? А чтобы убедиться в этом, вам достаточно потренироваться. Я ни в коем случае не призываю ехать на гонку прямо с дивана, да? Брать первый попавшийся велосипед и ехать на нее. Но какой-то преградой недостаток снаряжения, недостаток финансов, это точно не станет. Что ты сейчас чаще всего вспоминаешь с гонки? Что я чаще всего вспоминаю с гонки? Я, на самом деле, у меня воспоминания сугубо негативные. То есть я вот заехал в топ-8, да, топ-10. Но я прекрасно понимаю, сколько времени я потратил ни на что. То есть, что я гонялся не с первого дня, а примерно с 5-6. Я вот сейчас думаю, а если бы я гонялся с первого дня, то есть был бы лучше мой результат, и насколько он был бы лучше. То есть у меня такое легкое сожаление, что я не выложился на полную. Хотя, наверное, стоило бы. Ну, как бы я немного не верил в свои силы, и вот это самое обидное. А теперь, чтобы проверить свои силы, нужно ждать как минимум следующего года. Ну, посмотрим. Это чисто психологически, чисто ментально, да? Фактор, который тебе не позволил показать результат еще лучше. Нет, это не то, что он мне не позволил, я даже не рассчитывал, то есть я не верил в свои силы, я реально не то, что я не смогу, я даже и не хотел, я даже и не думал, что это возможно, как бы. Ну, вы же там не думали, а вы мог бы полететь в космос. Вы прекрасно понимаете, что, скорее всего, ваше время упущено, а если вы захотите полететь в космос, то вам понадобится огромное количество усилий, денег и чего-либо еще, чтобы туда полететь. Вот так же и для меня. То есть для меня вот первые места этой гонки казалось, ну, что-то недосягаемое, что это вообще не про меня. Вот эти спортивные усилия, вот эта езда без отдыха, что, ну, это совершенно не про меня. Оказалось, нет, оказалось про меня. Самое позднее время,
которые ты ездил или ложился спать? Или останавливался на ночевку? Самое позднее до 12. То есть, нет, один раз мы легли в час. Это было самое позднее. Проснулись при этом мы в 8, стартанули около 9, как бы. Я ни разу, то есть я почти не отказывал себе во сне. Да вообще ни в чем себе не отказывал. То есть вот в чем штука. Я очень много тратил время просто на свой комфорт. Хотя мог бы, наверное, этого и не делать. То есть только ближе к концу я уже начал спать поменьше, там, стараться лишний раз не сидеть, не отдыхать. Про навигацию расскажи, потому что я знаю, что у тебя не было специализированного прибора навигационного. Ну да, вот это еще одна вещь, копилку оборудованию. Да, вам не то, что не нужно дорогое оборудование, вам даже может не понадобиться навигатор, как это, например, случилось со мной. Я подготовил себе отдельный телефон, чтобы следить по нему. И то я не планировал им особо пользоваться, потому что не хотелось везти с собой много пауэрбанков как-то. Чтобы меня не заботила энергия, да, чтобы не заряжаться там нигде и так далее, далее. Но телефон я разбил прямо перед поездкой, прямо перед гонкой я его разбил, в итоге я остался только со своим телефоном, который, планировал пользовать только в экстренных случаях, там, ради каких-то звонков, еще чего-то. И в итоге я просто ехал по следам других людей. Как бы я примерно представлял, я, естественно, изучил маршрут перед гонкой, я понимал, где мне ждать повороты, где не ждать, где прямые участки, где участки, требующие внимательности. В итоге у меня было несколько тактик. Либо я еду по следам, если вокруг никого нету, либо я цепляюсь за человеком с навигатором и просто еду за ним. И только в самых крайних случаях, когда я полностью один, вокруг темно, ты ничего не видишь, только тогда я доставал уже телефон и сверялся с тем, где я нахожусь и куда мне дальше ехать. В итоге, да, я проехал без навигатора абсолютно без проблем.